Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 24 августа на перевале Пыв будет торжественно открыт памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, защищая Кавказ. 200 детей из многодетных и социально неблагополучных семей получили новую школьную форму и обувь от Новоафонского монастыря. Улицы столицы становятся все более загруженными автотранспортом. О причинах заторов на дорогах республики в сегодняшнем выпуске. На полигоне Нагвалова Чимчирского района прошло тактика специальное учение Министерства обороны Абхазии с участием оборонного ведомства России и резервных бригад Восточного региона республики. Цель занятий – повышение полевой выучки и согласование действий при выполнении боевых задач. В учениях также принимали участие военно-воздушные силы страны. Мы приступили к боевому слаживанию разведывательных подразделений, участвующих в тактико-специальных учениях. Учения плановые, организованы Министерством обороны. Привлекаются резервные подразделения 1-й, 2-й, 4-й бригады 1-го стрелкового полка, Государственного таможенного комитета, подразделения специального назначения Министерства обороны, разведывательная рота, Центра специального назначения СГБ, плюс авиационный компонент применяем, также артиллерия. В целом занятия проходят на достаточно, я считаю, качественном уровне. К решению задач мы готовы. Пресс-служба Кабмина Абхазии сделала сообщение по ситуации на топливном рынке страны. Ситуация осложнилась и вновь стала предметом внутриполитической конкуренции, несмотря на объективные обстоятельства, диктуемые рыночными отношениями, говорится в комментарии правительства. К сожалению, политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства. Определенные политические активисты и достаточно известные блогеры должны знать, что в стране критически не хватает объектов хранения топлива. При этом надо помнить, что многие оппоненты власти поддерживали протестные акции против строительства нефтехранилища в одном из регионов республики. На этой базе к началу июня этого года уже хранилось порядка 20 тысяч тонн ГСМ, подчеркивается в документе. Оппозиционные силы умышленно игнорируют реальную конъюнктуру внешнего рынка и объективные данные. Достаточно ознакомиться с открытой информацией о торгах на российских торгово-сырьевых биржах и в других общедоступных источниках, говорится в комментарии Кабмина. Правительство Республики Абхазия вполне осознает, что вопрос обеспечения ГСМ, как и другие ключевые для страны темы, будет всегда основным в политической конкуренции между властью и оппозицией. Имея в виду, что органам власти нечего скрывать ни от граждан страны в целом, ни от наиболее активной части политпроцесса, выдающей себя за представителей всего общества, правительство готово незамедлительно рассмотреть и поддержать предложения оппозиционных организаций, которые способны решить проблему вне контекста сложившихся внешних рыночных реалий и вне политики. С полным текстом сообщения пресс-службы Кабинета министров по ситуации на топливном рынке республики можно ознакомиться на сайтах правительства Абхазии и информагентства Апснапресс. Между тем, как сообщают многие российские СМИ, в ряде регионов Российской Федерации не хватает топлива на заправках, а там, где бензин есть, фиксируется рост цен. Сигналы поступают из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской, Ростовской, Хабаровской и других областей, а также Калмыкии и Крыма. Причин этому, по словам экспертов и участников рынка, несколько. Это нарушение железнодорожных поставок из-за санкций и увеличения турпотока, ремонты нефтеперерабатывающих заводов, привязка к иностранным рынкам. Из-за ослабления курса рубля выгоднее продавать топливо за границу, чем на внутреннем рынке. Минздрав передал современный автомобиль скорой медицинской помощи Чимчирской районной больницы. Машина оснащена обширным медицинским оборудованием интенсивной терапии, большими баллонами кислорода. Все детали в материале пресс-службы Минздрава.
Министерство здравоохранения Абхазии передало современный автомобиль скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Очамчира. Ключи от нового, оборудованного всем необходимым для оказания экстренной помощи Toyota Heights главному врачу Очамчирской ЦРБ передал министр здравоохранения Эдуард Будба. Туристическое направление в восточной части Абхазии развивается. Мы видим, какое количество туристов приезжает в Очамчирский район. Очамчирский район достаточно большой район в Республике Абхазия. Вводятся в эксплуатацию новые гостиницы, комплексы для отдыха людей, которые приезжают в Республику Абхазия. Очень сложная была составляющая со скорой медицинской помощью. Мы приезжали сюда, смотрели, какая ситуация, какая динамика. Автомобиль абсолютно новый. Как я уже говорил, прибыл с Новороссийского порта своим ходом. Буквально там на спидометре 300 километров. Toyota — это достаточно комфортный, надежный автомобиль в условиях нашей республики. Он будет работать долго. Пусть служит на, как говорится, помощь нашим гражданам и нашим гостям, всем, которые сюда приедут отдыхать. И еще хочу выразить слова благодарности руководству страны. Благодаря этому всему посылу сегодня реализуются те мероприятия, которые были задуманы несколько месяцев назад. Для коллектива Очамчирской ЦРБ подарок в виде машины скорой помощи стал настоящим сюрпризом. Новый автомобиль марки Toyota для Очамчирской ЦРБ. Как рассказала главврач медучреждения Мадонна Кишмария, у них в наличии 3 машины марок «Газель» и «УАЗ», которые много лет служат ЦРБ. Периодически они выходят из строя, так как медицинскую помощь ЦРБ оказывает всем селам Большого Очамчирского района. Так как у нас большой район, и нам приходится ездить по району, в том числе и в сельскую местность, часто приходится скорости держать, потому что критические бывают ситуации. И, конечно же, машины выходят из строя. Вот. В период коронавируса на все 4 машины были задействованы, и, слава богу, мы этим пользовались. Вот. Сейчас они истощили свой какой-то ресурс и стоят на профилактике, на ремонте. На сегодняшний день только 1 машина у нас функционирует. Конечно, получить машину скорой помощи еще такой марки, да еще и новой, это очень большая поддержка для нас, потому что у нас большой район, нам приходится обслуживать не только город. Вот, мы выезжаем по району, бывает несколько раз выезжаем в села, забираем оттуда пациентов, иногда приходится напрямую везти их в сухумские стационары, поэтому мы постоянно на колесах. И в эту ситуацию, когда как раз наши машины находятся в неисправном состоянии, получить такую машину, конечно, для нас это огромная помощь, огромная поддержка. Просто нет слов, как хочется выразить слова благодарности нашему министру здравоохранения, нашему правительству и вообще всем тем, кто приложил руку к такому большому подарку для нас. После открытия поста скорой помощи автомобиль будет дислоцирован в село Тамыш, где также продолжит обслуживать нужды ЦРБ Очамчирского района. Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзыч в Гагарском районе, сообщает пресс-служба МЧС. Причиной инцидента, по словам спасателей, стал неудачный старт параплана с вершины горы. К тому же при приземлении летательный аппарат зацепился за высокое дерево. Спасатели прибыли на место происшествия и помогли потерпевшим спуститься на землю. Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии. На прошедшем заседании в зал суда был возвращен подсудимый Беслан Бганба, ранее исключенный за нарушение им процессуального порядка. Также сторона защиты заявила ряд ходатайств, в том числе о приобщении к материалам дела заключения эксперта компании «Аквафон», касающегося детализации звонков подсудимых. Подробности из зала суда в ближайших выпусках новостей.
24 августа на перевале Пыв будет торжественно открыт памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, защищая Кавказ. В пресс-центре «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция, посвященная этому событию. Работы по реконструкции памятника были завершены в середине июля. Они проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. Более подробно в репортаже Лауры Капш. Памятник советским воинам на перевале Пыв будет открыт 24 августа. Инициативная группа культурного фонда «Платформа» при поддержке почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе России Владимира Литвинчука начала работы по реконструкции памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах еще в начале июля. На сегодня все работы уже завершены. Высота памятника составляет 90 сантиметров, ширина 175. Стоит отметить, что раньше на этом месте находились 3 небольших памятника в память о битве за Кавказ. Было решено полностью их убрать и поставить новый мемориал. Пыв проходит в рамках нашего историко-культурного проекта «Кавказский фронт», который мы презентовали еще 2 года назад. В рамках этого проекта уже прошло достаточное количество мероприятий. Это круглые столы, съемки фильма начались в прошлом году об оккупации села Псху. Это единственное село в Абхазии, которое было оккупировано немецкими войсками. И многое другое. Также мы проводим квесты и так далее. И в этом году, вот благодаря нашему уважаемому Владимиру Ильичу Литвинчуку, нам удалось восстановить памятник на перевале Пыв. Короткие сроки, буквально 2-3 недели на это все ушло, благодаря вот нашим людям, вот, инициативной группе, благодаря Минобороны, благодаря Министерству культуры. И вот сейчас, уже послезавтра, мы будем открывать этот памятник. Я надеюсь, что все пройдет на достаточно хорошем уровне. Благодаря Министерству культуры мы провели огромное количество, большое количество работы для того, чтобы вот это открытие состоялось. Перевал Пыв находится на главном Кавказском хребте, на высоте свыше 2000 метров. Отсюда начинаются различные пешие маршруты. Здесь удивительно красивая панорама. Альпийские луга, утопающие в цветах, заснеженные вершины и насыщенный кислородом воздух. Стоит отметить, что перевал не только красивое туристическое место, но и важная стратегическая высота. В годы Великой Отечественной войны здесь шли бои с немецкими горнострелковыми частями, пытавшимися прорваться к Черному морю. В память о тех событиях и построен памятник. Я хотел бы сказать, что вот это мероприятие, которое мы проводим, первое пойдет в рамках российского проекта. В России принят на основе указа президента Путина, значит, программа по подготовке к 80-летию Великой Победы советского народа, подчеркиваю, советского народа в Великой Отечественной войне. Абхазия одна из первых заявляет о себе в этом. Всем с благодарностью огромной благодарностью. И я думаю, что вместе мы вот таким вот образом осилим. То есть вся республика вопросом занималась этим по программе «Кавказский фронт». Желающих попасть на открытие памятника немало, поэтому будет организован транспорт, который доставит на место участников мероприятия и представителей СМИ. Мы определили непосредственно транспорт, который заберет туда участников самого этого мероприятия, плюс представителей средств массовой информации. Вот. А для всех желающих, кто хочет приехать туда, то есть дорога на Пыв, она известна, можно туда добраться своим ходом. Если мы говорим о возможности организации транспорта для желающих, то сегодня мы как бы не планируем такого рода, скажем так, мероприятия, но готовы встретить там, наверху, в день открытия всех желающих, которые приедут на открытие этого мемориала. В мире мы прослеживаем тенденцию, когда пытаются переписать историю, поэтому подобного рода мероприятия очень важны, отметил министр культуры Даур Кове. Министр подчеркнул, что самое главное – сохранение исторической памяти. Ведь на самом деле, как говорил Владимир Ильич, это был подвиг советского народа, частью которого мы были все.
И тот подвиг, который был совершен, его ни в коем случае нельзя забывать, и его нужно передавать из поколения в поколение. Помимо этого проекта в стране проводятся мероприятия по поиску останков советских солдат. Идет очень скрупулезная работа по сбору материала, информации. Проходит оно под эгидой разных ведомств, в том числе и Музей боевой славы, который очень активно занимается этой работой. Активно включаются в эту работу и общественные организации, одну из которых представляет Дмитрий, здесь находится. Россотрудничество активно работает над реализацией проектов, которые направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи. В завершении пресс-конференции ее участники провели церемонию закрытия капсулы времени с посланием. Капсула будет заложена в памятник в день его открытия. Специальными чернилами, чтобы она держалась. Лаура Капш, Рамо Камке, Абхазское телевидение. 17 молодых людей из Абхазии принимают участие в работе 8-го международного молодежного форума «Евразия Глобал», который открылся 21 августа в Оренбурге. Основной темой форума в этом году станет будущее международного молодежного сотрудничества. Форум станет отправной точкой для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году. Всего в мероприятии принимают участие около 500 молодых людей из 64 стран. 200 детей из многодетных и социально неблагополучных семей получили новую школьную форму и обувь от Новоафонского монастыря. Отдел социального служения функционирует при монастыре почти 10 лет. На его попечении множество семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Тему продолжит Сария Кварасхели. Вот уже 9 лет при Новоафонском монастыре работает отдел социального служения. Его возглавляет наместник Аб Давид Сарсания. С 2014 года монастырь на новом уровне осуществляет свою благотворительную деятельность. Второй день сотрудники соцслужения вместе со школьниками готовятся к новому учебному году. На столичном рынке суета. Все зовут тетю Шеризан. Шеризан Чедия – сотрудник социального служения, у которой все списки многодетных семей. Все дети довольные, счастливые. Стараемся как минимум. Может, это минимум, но этот минимум тоже им облегчает где-то жизнь, чтобы ребенок пошел довольный в школу. Порядка 200 детей получается одеть за вот этот период неделю. На каждого ребенка какая сумма по-разному, потому что детишки, возрастная категория разная, повзрослее, подороже, поменьше, которые чуть подешевле. Но в общем получается на сегодняшний день около 8500. 9. Но канцелярию, естественно, сейчас занимается Кераз. Они мне сами набирают, я записываю. Но у нас какой-то тоже предел есть. Но нам отец Давид говорит, то до последнего, когда уже переваливает, очень не получается тоже всю Абхазию охватить мы не можем. Главным критерием внесения в список является состав семьи, а именно многодетность. Также обращают внимание на плохие условия проживания людей, материальную нужду. Безусловно, забота сотрудников социального служения направлена на то, чтобы люди не голодали, дети могли ходить в школу и получать образование. Зита Цацуа – мать 13 детей, 7 из которых – школьники. Они из села Кандах. Помощь от Новоафонского монастыря семья получает уже 7 лет. В знак благодарности и признательности отцу Дорофею и Давиду Зита Цацуа 2 своих сыновей назвала в их честь. Дети выбирают вещи сами. Для каждого из них процесс одевания и переодевания – игровой момент. Одни смущались при виде камеры, другие крутились у зеркала, демонстрируя красивую школьную форму. Родители не стараются все контролировать, оставляя детям право выбирать. Я сегодня выбрала себе красивую рубашку, обувь. И выбрала сарафан и блузка. Маму выбирала или ты сама выбирала? Я сама. Все понравилось? Да, очень красиво. Готова к школе? Да. По нашим меркам мы на самом деле так детей не смогли бы одевать. Я очень рада, что у нас есть такие девочки, такую выдают нам помощь. За все им огромное спасибо. Так что взяли сарафан, обуви, блузки, кофты. Сейчас портфель еще возьмем. Огромное спасибо всем. Я выбрал брюки и рубашку и обувь.
Ты сам выбирал или мама тебе помогала? Мама помогала немножко. Ну, сам выбирает в основном уже. А не то, что хотят, мы не узнаем. Мы благодарны вообще от чистого сердца и с глазами вот помогают тоже. Вот. А проблема какая? У него, да, со зрением. Он так родился, ну, не видит один глаз. И лечимся. Очень хорошо помогают. Я очень ценю за это их. И люблю. Сколько у вас детей? У меня 2, 3 жду. Джинсы куплю. И рубашку. И кеды. Дети одеваются здесь с ног до головы. Рубашки, костюмы, брюки, обувь. Все у нас есть, мы уже знаем, подготавливаемся. И с удовольствием дети берут очень хорошие вещи, и довольные родители и дети. Основными источниками существования Новоафонского монастыря и самой священной митрополии Абхазии являются традиционные для церкви поступления пожертвований частных лиц, средства от реализации печатной продукции издательского дела свечного цеха и церковных лавок. Сария Кварацхель, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 22 августа отмечает день рождения ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер. В этом году ей исполнился 101 год. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 19 лет. Юная девушка окончила школу медсестер, после чего была призвана на фронт. Служила в 5-й армии 9-м батальоне 18-й восстановительной роты. Работала в подполье, служила в партизанском отряде. Мария награждена медалью за боевые заслуги, орденами Великой Отечественной войны 2-й степени и Красной звезды, медалью Георгия Жукова и медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде. От лица всего коллектива Абхазского телевидения мы поздравляем Марию Захаровну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, бодрости, духа и счастливых лет в кругу близких и родных. В последние годы улицы Сухума становятся все более загруженными автотранспортом. Особенно это ощущается в курортный сезон, когда в республику заезжает много иностранных машин. Ситуацию усугубляют неправильно припаркованные автомобили, которые создают участникам движения дополнительные препятствия. Возникают заторы, из-за которых кто-то опаздывает на работу, а кто-то не может доехать до больницы. Тему продолжит Гугу Савардани. Одна из центральных улиц столицы. Совсем неподалеку расположена станция скорой помощи. Отсюда бригады медиков выезжают к пациентам. Главное – вовремя приехать, ведь на кону человеческая жизнь. А значит, нельзя тратить ни секунды. Но, к сожалению, часто случается, что въезд и выезд от станции скорой помощи заблокирован неправильно припаркованными автомобилями. Такая же ситуация во многих жилых дворах, откуда поступил вызов. Добраться до пациента сквозь хаотично заставленный машинами двор – большая проблема, рассказывает главврач станции скорой помощи города Сухум Аслан Джопуа. Фактор времени. Почему? Потому что если вовремя четко оказанная помощь помогает быстрее восстановить здоровье пациента, быстрее справиться с недугом пациента, и то есть отбросить угрозу жизни. Часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как значит, в спальных районах города, где многоэтажки стоят во дворах, ночью беспорядочно как-то ставят машины, не подъедешь, не развернешься. Значит, вот такие проблемы. Для этого, значит, на дорогах должно быть уважение, понимание от участников движения на дорогах. Но не всегда участники дорожного движения понимают особенности работы спецавтотранспорта. Если со двора все-таки удалось выехать беспрепятственно, то возникает другая проблема – не уступают дорогу. На прошлой неделе буквально был такой случай, когда вот выезжала машина на вызов. Я сам был участником дорожного движения, проезжая, значит, район филармонии 2-й школы, скажем, да, перекресток улицы Леона и Арзенба. На светофоре очень большое количество машин стояло, и скорая помощь оказалась сзади них всех. Но учитывая, что движение, зеленый свет загорелся и тронулось, могли бы все водители как-то упорядочить свое движение и принять какую-то сторону и пропустить скорую. Я за этой скорой практически, можно сказать, до рынка просто ради интереса доехал.
вот этот поток впереди движения нашей скорой, которая была, вот этот весь поток впереди нашей скорой так и шла, практически не пропускали. Все же спешащие на вызов бригаде медиков чаще мешают не те, кто не уступает дорогу, а неправильно припаркованные автомобили. Из-за этого страдает не только скорая помощь, но и пожарные. И здесь тоже главное успеть. Стихийная парковка часто мешает проехать крупногабаритной технике. При этом у пожарных каждый второй вызов именно такой – во дворы. Часто пожарный расчет при подъезде к месту происшествия сталкивается с тем, что машины припаркованы неправильно и максимально близко подъехать не получается. Такая проблема еще сохраняется на рынках в любом городе нашей республики. Вокруг рынка всегда ситуация дорожная очень затруднена. Большие пробки, взяв пример столичный рынок, улица Арзымба, Имама Шамиля, улица Варданя. С раннего утра до вечера движение практически парализовано. И вокруг рыночного комплекса очень много машин, которые припаркованы неправильно, ввиду того, что парковочные места в принципе там отсутствуют. И в момент возникновения чрезвычайной ситуации, пожара, подъезд туда бывает очень трудным. Пожарным приходится растягивать магистраль, чтобы подобраться уже к месту непосредственного возникновения пожара. На дороге в плане движения с этим проблем у нас меньше. Водитель осознанно подходит, слышав сирену, когда машина торопится на выезд, все уступают, по возможности двигаются, и машина максимально быстро добирается до места возникновения пожара. Незаконное строительство – одна из причин хаотичной парковки и отсутствия места. По словам начальника управления государственного пожарного надзора Омара Возба, при строительстве жилых объектов должны учитываться условия для проезда пожарной или скорой помощи. При возведении здания владельцы обращаются к специалистам, но делают это не все. Есть хаотичные постройки, при которых не учитывается пожарный проезд, парковка и так далее. И это в основном незаконные постройки в городах Республики Абхазия. Такие есть. Вот опять же говорю, в районе рынка очень все хаотично застроено и много где загораживает проезд пожарной техники. Неправильная парковка часто создает аварийные ситуации на дорогах. Участники дорожного движения просто могут невольно повредить чужую машину или навредить человеку. Под знаками «Парковка запрещена» в городе можно увидеть не один автомобиль. С каждым годом в республике растет количество автотранспорта. Желание припарковаться как можно ближе к дому, а лучше возле подъезда, вполне объяснимо. Но важно не забывать о тех, кто спешит на помощь. Ведь правильно паркуясь, можно не только избежать многих проблем, но и спасти чьи-то жизни. Гугуса Вардания, Тимур Кугохия, Абхазское телевидение. 26 августа в Абхазии будут отмечать День международного признания независимости республики. В 10 часов состоится церемония возложения цветов в парке славы к мемориалу погибшим на войне народа Абхазии. В 11:30 возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзымба в селе Нижняя Шера. А в 12:45 к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Чгярда. В 14:00 в Сухуме в парке имени Баграта Шинкуба откроется фотовыставка, посвященная 15-летию признания Российской Федерации независимости и государственного суверенитета Абхазии. В 6 часов вечера в конференц-зале Кабинета министров состоится торжественное собрание, посвященное празднованию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. В 21:00 на набережной Махаджирова откроется 21-й международный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». В 23:15 праздничный салют. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 23 августа, на территории Абхазии местами ожидается дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.